Радио Крым Реалии. Крымский вечер. 2020 год прошел в Крыму под знаком пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. К этой проблеме добавилась засуха. Список крымчан, которых Украина считает политическими узниками России, увеличился. В то же время руководство Украины заявило о планах запустить платформу для переговоров о судьбе Крыма. Чем запомнился уходящий 2020 год и чего ждут крымчане от нового 2021? Ждем ваших ответов, в частности, в эфире радио Крым Реалии, в студии Елена Римовская. Здравствуйте. Тема дня. Я напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность слушать нас на средних волнах, на FM-волнах, но, кроме всего прочего, если вам удобнее использовать интернет, можете заходить на YouTube-канал Крым Реалии или на Facebook-страницу Крым Реалии. Там есть возможность оставлять свои вопросы, комментарии прямо под трансляцией. Кроме того, напомню, что у нас работают номера телефонов прямого эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Жители материковой Украины могут звонить по номеру телефона 044 490 29 05. Сегодня мы поговорим о том, то есть будем обсуждать какие-то ожидания, подводить итоги, озвучивать пожелания крымчанам. И я сразу озвучу вопрос и потом буду его повторять еще к нашим слушателям, что у вас есть возможность поделиться своими наблюдениями за этот год. Конечно, наш опыт общения с нашими слушателями, в частности, показал, что коронавирус побеждает все равно в этом рейтинге, но все же у людей есть и какие-то личные достижения на протяжении года, какие-то личные планы, тоже можете ими с нами делиться. И также добавлю, что у вас есть возможность пожелать что-то нашим слушателям. Вы можете написать пожелания свои у нас под YouTube или Facebook трансляцией, будем это все озвучивать. Я отмечу также, что мы очень любим опросы слушателей, да и не только наших слушателей. Вот, например, в преддверии Нового года Крым Реалии прогулялись по Симферополю и спросили жителей города, чего они ждут от нового 2021 года. Всего хорошего. Чего угодно и в худшем варианте. Может, 2020 был вообще не веселый. Разве нет? Ну, во-первых, чтобы все были здоровы, чтобы мы не болели, чтобы наша жизнь была прекрасна, чтобы нам платили заработную плату, пенсию. И чтобы детки всегда были, крепкими, счастливыми, любимыми. Вирус победить. Все здоровы были. Здоровье и финансовое благополучие. Да, наверное, как все. Лишь бы не было карантина. Ковид лишь бы ушел. Ждем ли этого? Мы надеемся на это, да? И всем этого желаю. Чтобы никто не болел, никто не умирал. Я надеюсь, нас опять не закроют на карантин. Ничего уже не ждаю. Ничего реально. Ой, чтоб не болеть. Чтоб главное быть здоровым. Да. Депутатам уменьшили зарплату. Они не заслуживают этого. Они не металлурги, не химики, никто. Никто. А что ожидать дальше? Да, и цены подняли. Зачем подняли цены? Пенсии поднимают мизер. Вы считаете, что подняли, 4,3% инфляция? Всего положительного. Надеюсь, буду лучше, чем 2020. Это были люди, жители Симферополя, с которыми мы пообщались в преддверии Нового года. Спросили мы, чего ждут от нового 2021 года. Как видите, пожелание здоровья, оно все-таки лидирует. Но это понятное дело, да, потому что коронавирус определял жизнь не только в Крыму в этом году, но и на материковой части Украины, в России, во всем мире. Вижу, что у нас есть уже некоторые комментарии под YouTube-трансляцией. Пишут наши слушатели о том, что ждут мира, пишут, передают нам привет из Севастополя, из Донецка. Кто-то пишет о том, что ждет, что нашему каналу уменьшат финансирование. Тоже процитирую ваше пожелание. Спрашивают, можно ли материться. Нежелательно. То есть вы можете материться, но цитировать я это не буду. Кроме того, есть хочется спокойно жить без таких соседей, которых больше интересует, что у нас, а не что у них. Ага. Так, я напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность оставлять свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции.
трансляции. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. И кратенько расскажу о том, как мы сегодня построим наш эфир. Будем сегодня просить гостей ответить на такие ключевые вопросы, как главные события года уходящего, какие планы, надежды, ожидания на 2021 год. Ну и будем просить пожелать что-то нашим слушателям. И к вам, наши дорогие слушатели, вопросы аналогичные. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции. Я также решила, что мы будем вот разговор с нашими гостями разбавлять новостями, которые вот буквально сегодня поступили, и их тоже будем обсуждать с нашими сегодняшними гостями. Итак, начнем с того, что на Новый год, 31 декабря и 1 января в Симферополе и Ялте воду будут подавать круглосуточно. Об этом сообщил подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов. Напомню, что в Симферополе и близлежащих населенных пунктах в Ялте продолжается экономия воды, действует подача воды по графикам. И вот сегодня Сергей Аксенов сказал о том, что как минимум 31 декабря и 1 января будут подавать воду в полном объеме. Проблемы с водой в этом году в Крыму спровоцировали несколько акций протеста, в частности, одиночный пикет активиста из Симферополя Сергея Акимова. В сентябре на пикете он требовал отправить в отставку руководителей российского правительства Крыма из-за нерешенной проблемы водоснабжения полуострова. В начале декабря Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу Сергея Акимова и оставил в силе решение суда предыдущей инстанции, который оштрафовал его на 20 тысяч рублей за одиночные пикеты. Тогда Сергей Акимов нам сказал, что намерен подавать иск в Европейский суд по правам человека. Сергей Акимов – общественный активист из Крыма, из Симферополя, с нами на прямой связи. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с того, как продвигается это ваше дело. Не отказались ли вы от борьбы? Я так понимаю, что у вас были намерения задействовать еще какие-то механизмы российские перед тем, как обращаться в Европейский суд. Однозначно, что будем бороться, потому что на сегодняшний день мы видим и понимаем, что на протяжении 6 лет наши власти ничего не делали, не собираются делать, насколько мы понимаем. Они там какие-то заявления голословные делают, что не нужна нам вода с Украины и все остальное. Но на самом деле там люди мучаются, и с каждым днем все хуже и хуже, и проблема это не решается. То есть однозначно будем бороться. Что, конечно, активность нашего населения Крыма. Все как бы недовольны, но когда касается что-то, как бы на авось, как на диване, знаете, может быть, за нас кто-то что-то решит. А борьба будет однозначно, другого варианта на сегодняшний день нет. На сегодняшний день ситуация такая по поводу. То есть Верховный суд Крыма оставил все решение суда, 20 тысяч штрафа было, так и осталось мне. Сейчас мы готовы апелляцию на Краснодар, но, как правило, и как опыт показывает, что, скорее всего, так оно и останется, так и будет, штраф не отменят. По правам человека в Российской Федерации на Москалькову написал, буквально через 3 дня получил оттуда ответ, что да, есть какие-то нарушения, но сейчас, вы знаете, мне в день по 5 писем приходят с разных каких-то организаций, я имею в виду там прокуратура или полиция, или еще какие-то там всякие разные инстанции. Но движения как такого, как я не вижу. То есть обычные отписки, обычные какие-то, да, мы будем проверять, но именно чтобы нарушения и всего остального, этого нету. Хотя, опять же, за это время, сколько я это ж не был ни один и первый суд, ни последний суд, скажем так, что у меня сколько было уже решения суда, что прекратить в отношении меня, но за это ж никто не ответил. То есть, да, как говорится, что одна руку моет. То есть власть, я так понимаю, что ничего для людей, для обычных не собирается. Пока это не будут делать сами за себя люди. Сейчас такая получается жизнь, что чиновники, власть наша ничего не собирается делать. Сергей, вот эта проблема с водой в Симферополе, прилегающих населенных пунктах, которая подтолкнула вас к акции протеста, как она, вот если уже подводить такие определенные итоги года, как она отразилась лично на вас и на вашей семье? Вот как это, возможно, изменило ваш быт, да, и, возможно, у вас появились какие-то новые, я не знаю, даже привычки, что ли, интересные ваши наблюдения? Не только привычки, вы знаете, я думаю, что все это как-то буквально через, там, не знаю, в течение, может быть, 5, а может быть, 10 лет все это, конечно, почувствую на себе, потому что не только то, что нет воды, дается по часам, а качество воды.
Вы же понимаете, что на организм, на здоровье даже взрослых, а тем более детей, это очень отразится негативно, очень негативно. Опять же, наши власти об этом, естественно, не думают. Ну и опять же, люди, я так понимаю, что не думают о своем поколении будущем, и о себе тем более уже все махнули. А по поводу привычек и всего остального, ну, что такое? Оно сразу говорится, по часам. То есть мы сейчас живем по часам. Это надо прибежать в 6 часов вечера. То есть раньше, если ты мог там как-то своими делами какие-то заниматься, мне сейчас надо бросить, постирать, помыть, убрать, налить воду там, да, приготовить. За это время надо успеть покупаться. То есть как в тюрьме, можно сказать, по часам, зона, по часам расписание, по часам встал, по часам умылся. Если не умылся, не успел, или не постирал, значит, все не успел. То есть, естественно, очень сильно, потому что, опять же, куда ты сейчас едешь, но опять же смотришь на время, чтобы успеть. Или утром надо вставать раньше, чтобы постирать. Но опять же, сейчас так получается, что все начинают по этим часам жить, включать воду, и опять же какой-то там напор меньше получается, не хватает, ну и так далее. То есть, естественно, неудобство в любом случае. Но это как бы 100% не 21 век. И даже, наверное, мне кажется, не 20 век. Что когда все блага, вот они, пожалуйста. Одним словом, по часам, живем все по часам. Вода дается, значит живем, не дается, значит не живем. Сергей, у вас в этом году проходили обыски, Крымреалии об этом сообщали, то есть можно сделать, ну, такое, как минимум, я думаю, предположение, что вот ситуация с вниманием к вам со стороны российских силовиков, она, да, изменилась, усилилась, если сравнивать с предыдущими годами. Каковы ваши ожидания от 2021 года, в частности, что касается вашей общественной деятельности? Как вообще, по-вашему, в ближайшее время может жизнь в Крыму измениться и может ли? Ну, лично по себе, вот я вам скажу, что, смотрите, в течение даже не полного года 3 обыска, вы сами представляете, да, что это такое, когда к тебе в 6 часов утра, в полшестого вламываются в квартиру, там, где у тебя семья, маленькие дети, само собой. Ну, я также дальше это на работе, ну и где там даже бывало такое, что там, где я просто появлялся у знакомых, даже без них скрывали помещение, без хозяевов, ну, то есть беспредел полнейший. Лично я вижу, что давление только усиливается, но никак она меньше не становится. И опять же, это все от безнаказанности того, что я вам говорил перед этим, что суд меня оправдывал сколько раз, что в моих действиях никакого не увидели, что что-то там я нарушал. За это, естественно, никто ничего не ответил, потому что, опять же, писали жалобы, ну просто были отписки и все. Как я уже говорил, что рука руку моет. Как оно было, так оно и будет. То есть однозначно будет усиление давления на общественников, на таких активных 100%. Но я надеюсь, что до уголовного дела навряд ли они уже доведут, потому что если бы они что-то хотели там, допустим, подбросить или подкинуть, то уже не получится 3 раза искать и ничего не найти. А вдруг что-то найти сейчас, то вы же сами понимаете, некомпетенция будет силовиков. А, кстати, как вы думаете, много ли людей в 2021 году вот повторят, скажем так, вашу инициативность в плане тех же одиночных пикетов? Вот много ли крымчан готовы, так как вы, выйти и выразить свое возмущение? Сейчас даже уже не с каждым днем, а с каждым часом очень много ребят ко мне обращаются, очень много людей обращаются. Ну, естественно, что сейчас и меня пытаются точно так же финансово задавить. То есть они даже сейчас получается, что больше власть, они понимают, что у людей нестабильные там какие-то финансовые вопросы, да, и очень тяжело заработать. И вот на моем примере, то есть они решили сделать так, то есть давать штрафы, и, может быть, на этом как-то я, может быть, остановлюсь. Но я, естественно, не буду останавливаться однозначно. Я как делал, так и буду делать. По поводу людей однозначно будет усиливаться, потому что люди начинают понимать, что происходит, что уже делается за эти 6 лет. Как я уже говорил, что власть ничего не делает и не собирается делать для жителей Крыма. Для своего блага, да. У них и тогда, когда было в 2014 году, было все. И свет горел везде, и все работало. То же самое сейчас. Вода, бочки, в первую очередь, ставятся там, в том же Совете Министров, подвозятся и все остальное. Но люди сейчас начинают понимать, что надо что-то делать. И еще раз повторю, что только будет усиливаться. Я думаю, что даже эти штрафные какие-то санкции навряд ли уже остановят людей, потому что как-то уже будем объединяться, что-то будем думать и решать с этими штрафами. Но даже сейчас уже, я вам хочу сказать по своим наблюдениям, да, я сейчас очень часто по судам, практически каждый день в городе Симферополе, каждый день, кого-то вот за такие вот действия, одиночные пикеты там, или какие-то дисциплинированные действия, кого-то постоянно судят. Это только именно в Симферополе. А если опять же взять, вот как мы общаемся, сейчас каждый день
именно по Крыму где-то или в каком-то, может быть, населенном пункте, в том же селе и в городе постоянно что-то происходит. Я имею в виду, что одиночный пикет какой-то. Или недовольство жителей. Они уже проявляют уже серьезно и конкретно. Потому что сейчас уже и начали бизнесменов, но это было до этого. Сейчас уже начали малый бизнес. И люди понимают, что если они уже дошли до того, что начинают малый бизнес душить, то уже здесь ничего хорошего точно не будет. Это 100%. Вы видите, что и Моссаду начали продавать там, я уже не говорю заводу, да, что такие достояния, и ни у кого не спрашивают. Сейчас у нас вот аэропорт заводской в Симферополе. Единственное, что сейчас власть, опять же повторю, что думает, что скорее всего, чтобы задушить финансово. Пока у них получается. Ну ничего, значит, как будем решать, что-то будем думать, но бороться будем однозначно. Сергей, буквально такой небольшой, даже не вопрос, а просьба обратиться к нашим слушателям. У вас есть возможность, да, в преддверии Нового года, что бы вы хотели пожелать крымчанам? Не только крымчанам, но и гражданам Украины, и всем, кто нас слышит. И только в новом году самое главное здоровье, чтобы либо достаток, что вы сами себе пожелаете, чтобы все у вас сбылось. Даже больше у вас, у ваших близких. Самое главное здоровье, самое главное дружба. Не надо смотреть на эти все перипетии. Надо уже понять, что политики на сегодняшний день, их мизер. Надо уже как-то людям, обычным людям, что-то делать, объединяться и начинать думать самим. Хватит слушать то, что говорят. Хватит слушать. Так Поняла. Здоровья. Спасибо вам большое. Это был общественный активист из Крыма Сергей Акимов. Я напомню, что сегодня в эфире радио Крым Реалии мы подводим такие определенные итоги. Это еще не окончательные итоги, потому что вот планируем завтра вечером пройтись по каким-то ключевым событиям, с которыми была связана жизнь в Крыму. Сегодня же мы вот слушаем ожидания крымчан, их итоги о том, как прошел 2020 год, и просим также пожелать нашим слушателям, в частности из Крыма и Севастополя, что-то на 2021 год. Напомню, что у вас, наши дорогие слушатели, тоже есть возможность высказаться. Вы можете или позвонить нам 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, 044 490 2905, это номер телефона для звонков с материковой части Украины. А также у нас есть YouTube и Facebook трансляция, есть возможность под трансляцией оставлять свои комментарии. Несколько комментариев, которые успела посмотреть, уже вам процитирую. Вижу, что реагирует одна из слушательниц, пишет, реагируя на то, что сказал Сергей Аксенов, что Сергей Акимов был у нас в эфире, не Сергей Аксенов, о том, что действительно люди должны в Крыму требовать от нынешних властей воду. И тут тоже есть вот еще один комментарий от слушателя. Хотели крымчане превратить Крым в Москву, а получили в Воркуту. Вот такое мнение у нашего слушателя. И под Facebook трансляции пишут нам: спасибо, что вы есть Крым Реалии, надеемся на хорошие изменения. Спасибо вам за доброе пожелание. Приятно, что наши слушатели желают нам что-то хорошее, а не только чтобы у нас уменьшилось финансирование. Сделаем небольшую паузу, продолжим. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Как я и анонсировала, планирую обсуждать итоги, планы, разбавляя их новостями, которые буквально сегодня появились в крымском информационном пространстве, для того, чтобы немного это тоже с нашими гостями сегодня обсудить. Вот еще одна новость. Первую я вам процитировала, касающуюся воды, а сейчас поговорим о коронавирусе и о туризме. Закрытие Крыма от туристов никак не повлияет на распространение заболеваний новой коронавирусной инфекции на полуострове. Об этом заявил на заседании оперативного штаба 30 декабря российский глава Крыма Сергей Аксенов. Что он сказал? Далее небольшая цитата. «У нас уже все варится внутри. Если бы закрыли, еще бы и предприятия без денег остались». Тут можно напомнить, что с начала 2020 года несколько раз Крым переживал ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Самые жесткие ограничения были весной. И, кроме всего прочего, сейчас в Крыму продолжаются, действуют ограничения на новогодние корпоративы, на массовые мероприятия. Даже пригрозили в подконтрольном России правительстве Крыма, что будут увольнять тех чиновников, которых застукают, используя это слово, где-то на корпоративе. То есть на самом деле угроза коронавируса никуда не делась. И к нам в эфир присоединяется крымско-татарский активист Нариман Джилял. Нариман, добрый вечер.
Добрый вечер. Спасибо, Приятного вам что вы к нам эфира. присоединились. Я начну тогда, вот перед тем, как мы с вами какие-то итоги подведем, начну все-таки тогда с коронавирусной темы, раз уж такая новость есть. Мы с вами в октябре обсуждали уже, да, проблемы, которые связаны с коронавирусом в Крыму. Тогда обращали вы внимание, в частности, на то, что мест в больницах не хватает. Вот к концу года, по итогам года борьбы Крыма с коронавирусом, удалось ли какие-то ключевые проблемы решить? Как сейчас ситуация, как вы ее оцениваете? Я думаю, ситуация, в принципе, просто, вернее, люди к ней адаптировались, люди научились находить лекарства, выкручиваться, как-то лечиться на дому, находить знакомых врачей в частном порядке, получать консультации и так далее. И только там тяжело больным или тем, кто, опять-таки, умеет договариваться, люди попадают в больницы. С госпитализацией по-прежнему проблемы, об этом слышишь, где-то там кто-то 5000 дает, кто-то там десятки тысяч называет и так далее. То есть ситуация продолжает оставаться весьма тревожной. Как вы часто и публикуете на Крымреалиях статистику, цифры не уменьшаются. Вот. И поэтому говорить, что пошло какое-то улучшение, абсолютно нельзя. Затишье определенное, которое, наверное, можно наблюдать, я опять-таки связываю с тем, что люди немножко перестали паниковать, больше научились как-то находить какие-то ходы-выходы и обеспечивать немножечко себе и своим близким безопасность или лечение адекватное и так далее. Вот. А если говорить о том, что заявляет Аксенов, ну, еще одно доказательство того, что мы в Крыму, к сожалению, живем в абсолютном зазеркалье. Весной, когда ситуация была достаточно такая несложная, были колоссальные жесткие ограничения, бизнес посадили просто на ноль. Вот, теперь, после туристического сезона, когда в Крым запустили десятки и тысячи больных россиян, действительно, я соглашусь с Аксеновым, смысла уже что-то перекрывать нету, потому что эти туристы завезли уже сюда эту заразу, заразили тысячи жителей Крыма, и теперь, конечно же, уже что-то делать в этом плане, вводить какие-то там запреты на въезд и выезд уже особого смысла не имеет, потому что ситуация уже чудовищное, можно сказать. Вот. И вот в том-то и дело, что опять-таки все сверху вниз это делается, когда можно было спасать бизнес и спокойно позволить ему относительно функционировать, введя минимальные ограничения, это весна-лето. Наоборот, штрафовали, зверствовали и так далее. Теперь, когда ситуация как раз требовала бы более каких-то серьезных ограничений, ситуация просто пущена на самотек. Я подозреваю, что после новогодних праздников, когда люди толпами посещают людные места, вот только сегодня был в одном там из сельских магазинов, о какой социальной дистанции можно говорить? Люди просто забили пространство магазина, кто-то в масках, кто-то, как вы знаете, носит их там профессионально, только закрывая рот, а нос наружу, и ни о каких вообще мерах предосторожности просто не идет речь. Ну а владельцы магазинов, соответственно, пытаются заработать в эти праздничные дни, а те, кто должен контролировать ситуацию, понимают, что любые замечания сейчас в предпраздничные дни, они чреваты таким социальным взрывом, всплеском, руганью и так далее. То есть абсолютно влазить в эту ситуацию нельзя. И, к сожалению, я думаю, после новогодних праздников и корпоративы здесь абсолютно ни при чем, а причем вот эта скупка товаров, подарков, продуктов в магазинах, они приведут еще к росту заболеваемости. Да, это, к слову, интересный момент. Тогда, когда анонсировали в Роспотребнадзоре введение этих новогодних ограничений, говорили о том, что если их не введут, то тогда после Нового года можно ожидать, что очень сильно увеличится нагрузка на медицинские учреждения, но, тем не менее, российское руководство Крыма заявляет, что российских туристов в Крыму ждут, да, то есть, видимо, как-то туризм не очень мешает всем этим процессам. Нариман, у меня к вам вот еще какой вопрос. Он касается он такой более общий. Он касается итогов года. И тут я бы попросила вас оценить не только с личной перспективы, да, каким был для вас этот год, но и, возможно, каким был этот год для крымско-татарского народа. Знаете,
те события, с которыми крымский народ живет уже с 2014 года, они, к сожалению, продолжаются, длятся во времени, и никаких серьезных изменений в лучшую сторону не произошло и в 2020 году. Мы столкнулись, помимо пандемии, помимо проблем с водой в ряде регионов Крыма, о которых уже говорилось и будет, наверное, говориться в вашем эфире, мы столкнулись вот с теми колоссальными сроками арестов, которые суды российские дают нашим соотечественникам. Да? То есть если в предыдущие годы все-таки в основном это шли досудебные следствия, судебные разбирательства, то именно в 2020 мы уже так вот группа за группой получаем просто чудовищные цифры тюремных арестов, и это вот, наверное, одно из самых запоминающихся событий. Еще одно важное, что, наверное, я увидел, это то, что люди при этом не падают духом. Люди демонстрируют колоссальную консолидацию, поддержку друг друга. Это касалось и посещений судов, и акций протеста в поддержку политзаключенных. Это касается и помощи вот в ситуации с пандемией, когда волонтеры помогают находить лекарства, кислородные концентраторы и так далее. Эта работа продолжается. То есть это попытки все-таки сохранять себя, свою идентификацию, свою гражданскую позицию. Эти вот, возможно, не какие-то колоссальные события, но небольшие такие проблески люди, которые интересуются крымской темой, конечно же, видели. В целом же, к сожалению, ситуация, пока что не вселяет какой-то серьезной надежды. Да, мы наблюдаем за действиями международного сообщества. Люди очень воодушевленно восприняли принятие очередной декларации касательно Крыма Генеральной Ассамблеи ООН. Люди воспринимают позитивно события в Украине, в частности, инициацию так называемой Крымской платформы. Но опять-таки это пока что такие зачаточные очередные процессы. Вот. А хотелось бы все-таки видеть, пусть маленькие, но какие-то победы, чтобы заряжаться этой энергией и продолжать отстаивать себя, отстаивать свою свободу в оккупированном Крыму. Нариман, перед тем, как мы уже завершим наш разговор, я вам хочу сказать, что вот сейчас вас слушают наши слушатели, смотрят зрители на YouTube-канале Крым Реалии, Facebook-страница. Возможно, у вас есть что пожелать им в новом году? Я хотел бы пожелать людям не терять надежды, верить в лучшее и в то, что мы обязательно, приложив усилия, этого достигнем. Все те какие-то проблемы, которые нас окружают, я думаю, мы обязательно преодолеем, иначе просто быть не может. И вот этой верой в лучшее, верой в то, что мы обязательно сохраним свою свободу, мы обязательно сохраним свое государство, восстановим его территориальную целостность. Я хочу поделиться со всеми и пожелать, чтобы мы в новом году обязательно совершили еще больше хорошего, и мы достигли еще большего взаимопонимания и смогли еще больше консолидировать наши усилия. Всех с праздниками! Спасибо вам большое. Это был Нариман Джилял, крымско-татарский активист, с нами на связи из Крыма. Я напомню, что сегодня в нашем эфире мы обсуждаем и подводим итоги, да, каким был 2020 год для крымчан и чего ждут от Нового года. И также призываю вас, наши дорогие слушатели, оставлять свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляция. Вижу, что пишут о том, что, вот процитирую такое поздравление. Полк Азов поздравляет Крым с Новым годом. До скорой встречи. Процитировала. Напоминаю, что у вас есть также возможность к нам в эфир позвонить. 8 800 10 06 926 это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905 номер для звонков с материковой части Украины. А к нам присоединяется в эфир крымско-татарский активист Исмаил Рамазанов. Он находится на материковой части Украины. Он крымчанин-переселенец. Исмаил, добрый вечер. Добрый вечер. Для вас и лично, и как для крымчанина, переселенца, какие события стали главными в этом году? К сожалению, у меня, знаете, таких главных событий, я бы сказал, немного, но радостных событий, это то, что
Эрнеста Аметова, с которым я находился в СИЗО Симферополя, отпустили на свободу. К сожалению, не всех. Это вторая бахчисарайская группа. Это Нариман Мемедиминов, тоже на свободе. Это вот недавно еще у нас политзаключенный тоже оказался Александр на свободе, да. Ну, к сожалению, это не в результате обмена, да, а в результате, так скажем, либо отсидки, либо, так скажем, каких-то в случае Эрнеста Аметова оправдательных приговоров, даже не оправдательный приговор, фактически его признали невиновным в участии в так называемой партии Хизбут Тахрир. А вот, к слову, Исмаил, если позволите, я тут вставлю небольшое такое отступление. Нужно напомнить, наверное, о том, что в списке тех людей, которых Украина считает политическими узниками, Кремля сейчас более 100 человек, и большинство из этого списка — это крымчане, фигуранты так называемых дел Хизбут Тахрир, около 80 человек, даже, по-моему, больше, чем 80 человек. И в этом году между Украиной и Россией не состоялся обмен удерживаемыми лицами. Я имею в виду такой обмен, в рамках которого в Украину вернулся бы хотя бы кто-то из крымчан. Можно упомянуть о том, что в декабре представитель Офиса президента Наталья Зарецкая сказала о том, что на Банковой готовы встретиться с родственниками украинских пленных, находящихся в Крыму и на Донбассе, и разработать общую дорожную карту по их освобождению. И тут у меня к вам, Исмаил, вопрос, как гражданину Украины и как к активисту. Как вы считаете, можно ли как-то повлиять на Россию в вопросе освобождения крымских политузников? Ждете ли вы, как минимум, освобождения в новом году? Я как экс-политзаключенный глубоко убежден, что разговаривать надо, и даже с таким, как Путлер, нужно вести диалог для дальнейшего освобождения наших граждан с темниц российских. Да, как вы правильно подметили, за вот этот прошедший год офис президента Зеленского никак не контактировал с родственниками политзаключенных. Я, находясь здесь, в Киеве, я фактически участвовал во всех этих акциях, семей политзаключенных. И, к сожалению, для меня было удивлением, что из офиса президента не было никаких таких сигналов, что мы готовы вести с вами диалог, готовы выслушать каждого из нас, потому что в отдельности про каждого политзаключенного у семей политзаключенных есть что сказать, понимаете? У них ухудшается проблема со здоровьем, то есть здоровье ухудшается, их содержат в невыносимых условиях. И я только лишь вижу со стороны офиса омбудсмена Людмилы Леонтьевны, что она насколько она компетентна, она пытается коммуницировать, и в том числе с омбудсменом Российской Федерации Москальковой. И понимаете, с моей стороны только критика в отношении нашей власти, потому что в отношении политзаключенных, к сожалению, ничего не делается. Анонсирована платформа по деоккупации Крыма, которая нанесла такой шум, в просторах, так скажем, информационных просторах. И Российская Федерация также реагирует на это. Но для начала, для меня, как для экс-политзаключенного, конечно же, нам нужно забирать из российских тюрем наших граждан Украины, которые уже находятся там очень длительные сроки. Например, это и Симферопольская первая группа, первая Симферопольская группа дела Хизбут Тахрир. Ребят там уже приговорили, и ребята, таких как Тимур Абдулаев, содержат в ШИЗО. То есть ШИЗО — это невыносимые условия. Если просто обычные камеры уже невыносимые условия, а тут ШИЗО, то есть за малейшие какие-то нарушения со стороны администрации СИЗО, колонии, то есть его сразу же меняют условия содержания.
То есть из-за этого у большинства политзаключенных действительно ухудшается здоровье. И я, как человек, который находился там, я понимаю, о чем говорю. И когда у тебя там ухудшается здоровье, к сожалению, помочь тебе в этом никто не может. И по твоему требованию, заявлением к администрации СИЗО, они никак не реагируют. Единственное, меня спасло в том смысле, когда у меня ухудшилось здоровье в СИЗО Симферополя. Мне помогло то, что мне мой отец передал лекарства. Из-за этого как-то я более-менее как-то перенес вот эти испытания. Исмаил, спасибо вам большое. Мы вынуждены заканчивать наш разговор. Это был крымско-татарский активист, крымчанин-переселенец Исмаил Рамазанов. Он упомянул о двух очень важных аспектах в плане жизни в Крыму, упомянул о крымских политузниках, и мы напомнили, да, в частности, о том, сколько их, и отмечу опять-таки, что если офис президента Украины захочет прокомментировать то, что сказал Исмаил Рамазанов, пожалуйста, мы рады, потому что не всегда на наши запросы по этому направлению отвечают. Можно только упомянуть о том, что в декабре со стороны представителей Офиса президента прозвучало заявление о том, что готовы на Банковой встречаться с родственниками украинских пленных, в частности, тех, которые находятся в Крыму. И еще один момент, о котором упомянул Исмаил Рамазанов, он касается платформы по деоккупации Крыма. Вот инициатива относительно создания такой переговорной площадки, она активно обсуждается на протяжении всего года руководством Украины, руководством профильных ведомств. И что в этом контексте можно упомянуть? Можно упомянуть о том, что буквально на днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что тема деоккупации Крыма должна стать, цитирую, адской для России, которая аннексировала полуостров. Об этом он сказал в интервью ТСН. И также он сказал пару слов о платформе, сказал, что, по его мнению, поддержка крымской платформе, имеется в виду другими странами, это вопрос политического выбора, но это также вопрос юридического и нравственного выбора, потому что нельзя не поддержать страну, которая пытается остановить беспрецедентную попытку незаконной аннексии своей территории в Европе. Конец цитаты. И Россия, напомню, пока отказывается даже от самой идеи и вообще обсуждать будущее Крыма, в частности, перспективы деоккупации. С нами на прямой телефонной связи представительница еще одного органа, очень важного для решения вопросов крымчан, и тех, которые находятся в Крыму, и тех, которые находятся на материковой части Украины. Это Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Тамила, добрый вечер. Добрый вечер. Что удалось представительству сделать в 2020 году из того, что планировалось, а возможно даже из того, что не планировалось? На самом деле было много начинаний, которые, во-первых, мы увидим в начале 2021 года. Конечно же, мы с командой представительства и с другими государственными органами власти работали над предоставлением онлайн-услуг для крымчан, и сейчас мы готовим протокольную встречу на начало следующего года, где будет представлена дорожная карта предоставления онлайн-услуг для жителей оккупированных территорий. Совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий работали, и с Офисом президента, конечно же, работали над изменением вопросов прохождения административной линии с Крымом, да, и улучшение этих условий как на Чангаре, так и на Каланчике. То есть я имею в виду в первую очередь реконструкцию режимной и сервисной зоны на админ линии с Крымом. Конечно же, мы также работали над концепцией переходного правосудия. Этот документ сейчас находится в Офисе президента, и мы тоже надеемся, что уже в начале следующего года, да, по крайней мере в первом квартале следующего года этот документ уже будет подписан, да, на уровне президента страны. Совместно с общественными организациями работали над законом про статус, вернее даже не статус, да, урегулирование тех категорий граждан, которые являются преследуемыми в Крыму. Да, это закон, если коротко говорить, закон про политических заключенных, но там это расширяется категория до
военнопленных и гражданских заключенных. Этот документ сейчас находится в офисе президента Украины на заключительных стадиях согласования, потому что длительное время он проходил согласование на уровне Кабинета министров, прошел все согласования, был передан дальше в офис президента. Кроме этого, конечно же, следует говорить в том числе о запуске работы, перезапуске работы комиссии по предоставлению помощи политическим заключенным, либо гражданским заключенным и военнопленным. Эта комиссия работает на уровне Министерства реинтеграции. Перезапустилась она фактически в феврале впервые еще при Министерстве ветеранов и внутренне перемещенных лиц, а сейчас при Министерстве временно оккупированных территорий. Также идет работа над законом по санкциям. На самом деле, я бы сказала, что 2020 год, он показал, что вопрос Крыма не стоит где-то на задворках, и мы со своей командой и командой Министерства реинтеграции, Министерства иностранных дел подняли этот вопрос еще раз с уровня регионального, да, до уровня общенационального. И эти лозунги «Крым, Украина», которые мы слышали на протяжении, к сожалению, 6 лет, стал превращаться в более ощутимые действия со стороны власти. И на самом деле та крымская платформа, о которой вы сказали, это переговорная площадка, о ней говорили на протяжении 6 лет, о ее надобности, но только в 2020 году мы увидели реальные сподвижки в этом направлении. Наверное, заключительное, что бы я хотела сказать, это вопрос стратегии деоккупации. Мы на уровне Совета нацбезопасности Украины совместно с МЗС и Министерством реинтеграции запустили процесс рабочей группы, которая нарабатывает базовый документ. И опять-таки в первой декаде следующего года уже тот документ, который мы можем презентовать обществу, этот вот надводный такой документ, публичный документ, он уже будет известен общественности и, конечно же, крымчанам. Тамила, вы упомянули, и наш предыдущий гость тоже об этом говорил, в частности, крымских политузниках. Вот, возможно, вам известно, насколько вообще этот процесс продвигается, действительно ли идут эти переговоры о том, чтобы в списке тех людей, которых Россия возвращает Украине, такое слово, возможно, грубо употребляю, будут крымчане, да, потому что, на протяжении этого года их не было, а родственники, понятное дело, да и все граждане Украины ждут того момента, когда этот список все-таки будет уменьшаться. Я неоднократно говорила и в вашем эфире, о том, что в списке на взаимное освобождение тех, кто находится на территории Крыма, на территории Российской Федерации, находятся абсолютно все крымчане, крымские татары, украинцы, представители любой другой национальности. И, конечно же, переговоры относительно взаимного освобождения ведутся. Однако следует сказать, что переговоры ведутся по двум разным трекам. Один трек – это переговоры относительно освобождения тех удерживаемых лиц, которые находятся на территории Донецкой и Луганских областей, временно оккупированных. И второй трек работы – это работа по Крыму и по территории Российской Федерации. И эти два трека не пересекаются, это абсолютно разные уровни переговоров, это разные люди, которые включены в этот процесс. Поэтому, к большому сожалению, в 2020 году мы не увидели крымчан в списках освобожденных. Однако вообще крымчан и тех, которые удерживаются на территории Российской Федерации, в принципе не были освобождены. Все, кто в прошлом году освобождались, это были освобожденные граждане по соглашению в нормандском формате. К сожалению, у нас такой площадки, как Минская платформа, либо
нормандский формат, не задействован вопрос Крыма, да, на этих платформах, и мы надеемся, что все-таки с запуском в том числе крымской платформы, да, вопрос освобождения политзаключенных с Крыма, он будет поднят на несколько иной уровень, да, принятия решений, и, конечно же, вопрос освобождения крымчан, он стоит в повестке дня крымской платформы, мы это точно знаем, потому что мы свои наработки в том числе проговаривали с Министерством Министерством иностранных дел Украины, и этот вопрос однозначно включен в крымскую повестку дня. Спасибо вам большое. Это была Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Сегодня в эфире радио Крым Реалии вместе с крымчанами мы подводили итоги года, да, и обсуждали какие-то ожидания от Нового года. Оставляли и вы свои комментарии у нас под трансляциями. Спасибо вам большое за это, наши дорогие слушатели. Я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего вечера. Ну и могу проанонсировать, что утром 31 декабря слушайте в эфире радио Крым Реалии интервью с талантливой семьей крымчан Михайличенко. Включайте наш прямой эфир завтра, 31 декабря, с 9 часов утра. До свидания.